Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Тайны и секреты вокруг вас. Чего не видите, чего не замечаете и чего не знаете. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, так и спросите, чего не вижу, чего не замечаю, чего не знаю. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Напоминаю, мои хорошие, что все видео я заряжаю своей позитивной, хорошей энергетикой, которая поможет восстановиться, укрепиться и раскрыть ваш потенциал. Так, мои хорошие, тайны и секреты. Очень много вышло у нас кружочков. Обратите внимание, видите? Кружочки пошли. Кружочки — это хорошо. Это такие маленькие возможности, перспективки, так знаете, счастливые случаи, да, но не в глобальном масштабе, а вот такие мелкие, которые будут помогать, которые будут вас в нужном направлении, скажем так, переориентировать, да, то, что неожиданно случается. Ну, например, вы хотели бы куда-то поехать, либо пойти. У вас есть план, вы уже там приготовились, вышли из дома, едете, да, и что-то происходит. Ваш маршрут меняется. И вы едете там в другом направлении, либо едете другой дорогой. То есть вас либо будут отводить от каких-то ненужных, неважных для вас вещей, а может быть даже и опасных, а возможно и будут перенаправлять целью, чтобы вы по максимуму получили и выгоду, и пользу, и никаких проблем у вас не возникло. То есть эта помощь от высших сил, она в вашей жизни есть, была и будет. То есть высшие силы как могут, так вас и направляют, помогают, подсказывают, уберегают. В этом вы должны быть 100% уверены. Не грешите вы на судьбу, не грешите вы на высшие силы. Да, жизнь, она непростая, и иногда так сложно жить, реализовать какие-то планы. Что-то не получается, что-то получается не так, как было задумано. Поверьте, многого мы с вами не знаем. Многое от нас скрыто, но высшие силы знают на несколько лет вперед. И то, что происходит в вашей жизни, как течет ваша жизнь, это все под контролем высших сил. Уберегают, отводят, помогают, подсказывают, дают. Вот это должны понимать. Возьмите себе за практику каждый день перед тем, как вы отходите ко сну, благодарить высшую силу за то, что вы прожили этот день. Именно так и никак иначе. Поверьте, эта практика замечательная. Благодаря этой практике маленьких и больших чудес в вашей жизни будет становиться все больше, больше и больше. Дальше, мои хорошие, чего вы не знаете? А вы не знаете, что человек, который вас раздражает, который против вас, ну прям стену выстроил, да, которую вам сложно пробить, на самом деле вас любит. Вот это дурацкое поведение особенно отыграется для тех, кто в паре, кто в отношениях, кто никак, скажем так, построить отношения не может. На самом деле человек любит. Любит, но такой вот он противный, вот такой вот он спорный человек. Хочет сказать «люблю», а говорит совершенно другое. Да? И вот все его поступки, все его слова, они на самом деле, вот на его взгляд, да, на его вкус указывают на то, что он вас любит, что он там желает, ну, скажем так, вашего внимания, да, обратить ваше внимание на себя. Поэтому он вас задевает, поэтому он так себя и ведет. Конечно, любовь немножко такая извращенная, ну вот если да, на ваш взгляд, но
любит как умеет, выражается как может. Здесь нужно помогать. Помогать и говорить. Вот это мне не нравится, а вот так я не хочу. А вот это совершенно не подходит. Объясняйте, объясняйте, говорите, чего хотите, какого обращения, каких отношений вы хотите. Говорите. И поверьте, вот настанет тот день, когда вы воспитаете этого человека. Понятно, что вы не воспитатель. И в принципе, да, ну зачем это вам? Многие так возмутятся, скажут, ну что это я должна его воспитывать, либо что-то я должен ее воспитывать. Мои хорошие, мы все абсолютно разные. Разные у нас судьбы, разные у нас кармы. По-разному мозги работают, понимаете? По разным шаблонам мы живем. Поэтому, если вы хотите, чтобы все было замечательно, чтобы человек, например, не вот в таком искаженном виде свои чувства выражал, подсказывайте, говорите, что хотите, как хотите. Не надо обижаться, не надо вот вступать в конфронтацию, да, и там вести какой-то прям словесный бой. Этого делать не надо. Просто говорите, а вот это ты делаешь неправильно. А вот если бы ты подошел ко мне вот именно в таком ключе, мы бы с тобой договорились. Показывайте, рассказывайте. Все может поменяться, и поменяться в лучшую сторону. Так, на самом деле любят. Не думайте, что он там вас сосвету сживает, либо она и всячески над вами изгаляется. Просто у человека, таким образом работает нервная система, да, и мозг выдает такие решения. Может быть, нужно переустановить эту программу, да, вот кто с компьютером работает, периодически нужно переустанавливать, чтобы хорошо работал ваш компьютер. Так, дальше идем. Чего еще не знаете? Не знаете, что вам завидуют. Завидуют очень сильно, мощно, методично. Да? Вот человечек прям следит за вами. Как вы живете, что происходит в вашей жизни. Вот за каким-то, может быть, результатом вашего труда, да, либо за вашими отношениями, как вы там меняетесь, что вы там с собой делаете. Мало того, что следит и злится, да, злится на то, что у вас что-то получается, на то, что вы выглядите хорошо, каких-то результатов добиваетесь, так еще и старается вас копировать и дублировать. Понимаете, вот очень хочется этому человеку быть вами. Ничего для этого не делать, да, не работать как вы, там, не вкладываться, не стараться, а просто, чтобы было как у вас. Почему это важно? Важно, потому что этому человеку вы либо доверяете, считаете этого человека своим другом, да, допустим, другом, может быть, там родственник, вот, либо вы от этого человека, как не ждете, да, не ждете, что человек может поступить. А человек может. И может, знаете, в самый неподходящий момент специально подставить подножку. Вот прям подножку подставить, посмеяться, пальцами потыкать. Может так поступить. И ищет такой возможности, чтобы вам какую-то гадость причинить, да, что-то нехорошее сделать. Посмотрите внимательно на тех, с кем общаетесь. Посмотрите, кто в вашем ближнем кругу, может быть, даже в дальнем кругу. Там есть человек, который подражает вам, пользуется вашими словами, там, пытается быть на вас похожим, а каждый раз пытается что-то там свое навязать, да, вас переубедить. И все вот эти вот слова, подсказки, которые дает этот человек, они для вас, вот если задуматься, да, вот несут какой-то негативный характер. Не надо с такими людьми общаться. Не надо себя заставлять, да, там типа говорить, я ж там человек общительный, как же я там могу кого-то подозревать. Лучше подозревать, чем вот так вот подножку получить. Так, мои хорошие, следующий секретик, что вам нужно знать. Это больше подойдет для женщины, у которой есть детки и которая посвятила свою жизнь своим деткам. У вас личная жизнь наладится таким образом. Ваш новый мужчина, он то ли с детьми работает, то ли вот вы своих детей к нему отведете. Может быть, это учитель какой-то будет, педагог, может быть, тренер, да, то есть вот там вы найдете себе мужчину, не просто мужчину, мужа будущего, который будет любить и уважать вас и любить воспитывать ваших деток. Замечательно идут отношения. То есть у вас идет сближение именно вот через детей. Вот познакомитесь, и также вы сблизитесь на этой почве. Дальше. Здесь идет какое-то то ли наследство, то ли предложение по наследству. Кто-то будет вам предлагать, что хочешь там
я тебе наследство оставлю, либо вы узнаете, что кто-то оставил вам наследство. Я хочу предупредить, что там будут люди, которые будут стараться всеми возможными и невозможными способами противостоять вам и не допустить, чтобы вы это наследство получили. Да, вот кто-то вам отпишет, может быть, собственность, может быть, какое-то денежное наследство вам оставят. И там будут люди, которые будут до последнего пытаться там бороться, скрывать и не, ну как, делиться, что ли, да, не делиться с вами и попытаются все присвоить себе. Значит, прав у этих людей либо практически нет, либо очень такие урезанные и ограниченные. То есть они по букве закона не имеют права, но они будут пытаться. Возможно, они будут вам там что-то говорить, какими-то там несуществующими там документами угрожать, либо там какие-то факты несуществующие подтасовывать. Значит, не обращайте внимания, знайте, что это ваше, по закону это ваше, и вы должны будете, ну как выбить, что ли, да. Несмотря на то, что это ваше, придется побороться за это наследство. О наследстве вы либо уже знаете, либо узнаете в ближайшие несколько месяцев. И причем, кстати, узнаете тоже совершенно случайно. Вот. И какая-то информация будет доходить. Очень важно реагировать вовремя, чтобы пойти там, подать документы, как там, что вы являетесь наследником и прочее, прочее. Очень важно. Особенно это касается семьи, семейных отношений, да, потому что там могут быть действительно споры и какие-то драки по поводу вот наследства. Но по букве закона, по совести и по чести это ваше, и вы должны это все получить. Дальше идем. Денежные потери. Денежные потери кто-то очень серьезные понес, и человек не знает, не понимает, почему так произошло. За что? За что копейкой наказали? Мои хорошие, все, что вы потеряли, вы получите обратно, причем в тройном размере. Придет еще ваше время. То, что вы потеряли, это была как плата за... Ну, как бы вот, чтобы вас не напугать, да, и объяснить, был какой-то случай в вашей жизни, случай, который вы, ну, как на ракете пролетели, да, то есть он вас не зацепил. Могло быть все трагично и фатально, но высшие силы вас вот спасли в тот момент. Вот, ну, как бы, понимаете, где-то чем-то вы расплатились. Расплатились вы денежками. Поблагодарите высшие силы, что так случилось. Деньги всегда можно заработать. Жизнь, здоровье вернуть практически... Ну, здоровье практически невозможно вернуть, а жизнь в принципе нельзя. Поэтому я не хочу тут нагнетать ситуацию, просто хочу, чтобы вы понимали. То, что ваша потеря произошла по сравнению с тем, что могло бы быть, это ничего, это сущая ерунда. Деньги вы обязательно заработаете, вернете, и еще и в большом плюсе останетесь, чтобы вы не переживали. Дальше, у кого сейчас упали ну, доходы, да, то есть работаете как прежде в обычном режиме, но вот стали ваши доходы падать, да, вот как-то снижаться, меньше стало людей к вам обращаться, ну, допустим, да, если вы работаете с людьми, либо как меньше заказов вам стали давать. В этом виноваты ваши конкуренты, те, кто рядом с вами находится. Они молчат, они говорят, да, у нас тоже все плохо. На самом деле там идет какая-то закулисная игра, да, то есть люди как-то сообщились, обобщились, несколько человек я вижу, которые, ну, просто вас вот в таком вакууме пытаются держать. То есть методично люди работают над тем, чтобы осквернить вас, загрязнить ваше хорошее имя. То есть они клиентам, например, вашим говорят, что вы там, ну, такое, да, плюс-минус, лучше не связываться. Они перебивают заказы там всякими там грязными методами. То есть происходит именно такая ситуация. Вечно она продолжаться не будет. Вам, в принципе, ну, а что вы сделаете? Вы же не напишите плакат, что я там самый лучший сотрудник, либо я самый ответственный человек на свете. Нет. Вот. А у этих людей вот скоро, знаете, как пойдет обратная реакция. То есть они-то вас оговаривают, а сами, извините, рукожопые. Вот. И люди начнут догадываться и понимать, что это какая-то шайка-банда. Вот. И правда вскроется обязательно. То, что ваше, к вам вернется. Просто
Надо быть повнимательнее и надо не стесняться, а себя нахваливать. Я вижу, что вы очень скромный человек, что вы лишний раз себя не похвалите, а вот такие вот нехорошие личности, они этим и пользуются. Ну, не повезло вам там с коллективом, либо не повезло вам с людьми, которые вас окружают. Нечестные эти люди. Ну ничего, расплата им будет. Причем вот те, кого они там к себе переманивали, они же их и накажут. Обязательно так и случится. Дальше, мои хорошие, здесь секрет связан с любовью, с отношениями. Скорее всего, кто-то у меня в очень тяжелом треугольнике, там что-то там не клеится, не ладится. Мужчина тут выходит такой, как собака на сене, то туда, то сюда. Весь уже бедный загнался, не знает, что ему делать, глаза на выкате. Такое желание, что вот все, ничего не хочу, просто не трогайте меня, дайте 5 минут просто посидеть. Значит, что происходит? Мужчина под чарами, сразу хочу сказать, здесь чары очень сильные, чары, которые его убивают. Я не побоюсь этого слова, так оно и выглядит. Действительно, человек превращается в зомби. Зомби, который не понимает, там, кто я, что я такое, да, какие-то только основные рефлексы сохраняются. Вы смотрите, чтобы он не начал пить. Если начнет пить, то это уже считайте, что все пропало. Если вы понимаете, что это про вас идет информация, если вы в таком тяжелом треугольнике, где мужчина потерял уже человеческое обличие, начал оскотиниваться, здесь нужно принимать меры. И чем раньше, тем лучше. Какие меры принимать? Обращаться к специалистам, обращаться к высшим силам. То есть, если нет доступа к специалистам, идите в храм, просите сами, чистите вашего мужчину. Огромный арсенал, да, всяких там чисток, шепотков и прочего есть в интернете, в открытом доступе. Это уже на крайний случай. Но здесь нужно с этим работать. Повозите его по каким-нибудь особым святым местам. Это нужно делать, потому что мужчину могут загубить вот какими-то страшными чарами, да, вот какая-нибудь там идиотка, которая вообще не понимает, что она делает, лишь бы вот это хапнуть, вот лишь бы мое было, да, и не важно, что там получится, лишь бы мое, вот лишь бы я была победительницей и выиграла. Здесь, конечно, нужно принимать меры, мои хорошие. Но я думаю, что каждая женщина видит своего мужчину, видит, что он там меняется, что с ним происходит. Если мужчина стал чужим, да, вот в один день, глаза холодные, не пойми, что с ним происходит, весь там на взводе, считайте, что чары делают. И причем чары достаточно мощные. С этим нужно бороться, с этим можно бороться, нужно, и начинайте активно делать. Так, еще здесь касается семьи и новой жизни для семьи. Многие из вас не знают, что высшие силы уготовили в вашей семье, конкретно семье, это не про одного человека, это про семью, новую жизнь либо в новой стране, либо в новой стороне, да, потому что здесь, в принципе, и так можно истолковать. То есть у вас идет грандиозный переезд, будете ехать далеко, либо, если в рамках одной страны взять, да, то есть с одной точки на другую переедете, то есть огромное количество километров. Если брать переезд в другую страну, то эта страна будет далеко от того места, где вы находитесь сейчас. То есть там десятки километров, не десятки, да, десятки тысяч километров, вот так можно сказать, может быть даже другой континент, далеко поедете. Это нормально. Почему это произойдет? Потому что там, где вы находитесь, нет будущего для вас, для ваших детей, для вашей семьи. Там гиблое место. Вот. Если вы обдумываете переезд и там только лишь начали задумываться о переезде, высшие силы уже вам подсказывают, уже дают вам эти идеи, так и должно быть. Вам нужно бросить, как говорится, все и начать новую жизнь в новом месте. Так будет хорошо и для вас, и для вашего будущего, и для ваших деток. Вот. И напоследок хочу сказать про мечту, про желание. Здесь есть исполнение мечты и желания, но исполнится как-то по-другому. Не так, как вы хотите, не так, как вы там себе представляете, ждете, надеетесь. Здесь идет искаженное исполнение вашей мечты. Почему? То, чего вы желаете, то, чего вы хотите, не принесет вам радости. Желание хорошее, но вам оно не подходит. Понимаете, вот как-то так идет информация. А исполнится, но исполнится по-другому, в другом формате, в другом месте, с другим результатом. Но то, что исполнится, действительно идет вам во благо.
Если стопроцентное исполнение, вот как вы хотите, к сожалению, будет разочарование. Зачем вам нужно разочаровываться? Нет, вам не нужно. Высшие силы это понимают и будут выносить свои корректировки. Мне на самом деле очень нравится этот песок. Мне нравится, что здесь вот прям чувствуется рука судьбы, которую направляют высшие силы. Не важно, что это общая отсыпка, важно, что вы на нее зашли. Это информация для вас. Вас высшие силы направляют, не лишают вас свободы, ни в коем случае нет, направляют. Направляют именно так, чтобы было хорошо вам. Чтобы вы там случайно не упали, там, не поранились, не разочаровались, не потерпели каких-то серьезных проблем, да, увечий и прочего. Это хорошо, это замечательно. Это говорит о том, что у вас чистая душа, о том, что у вас достойный род, да, и высшие силы вас хранят. Хранят как могут, как умеют, защищают. Это замечательно. Верьте высшим силам, доверяйте и слушайте свою интуицию. Интуиция — это и есть, знаете, как телефонная связь с высшими силами. То есть вы общаетесь с космосом, вы общаетесь с высшими силами. Интуиция никогда не обманет. Человек обманет, а вот интуиция никогда нас не обманывает. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.